Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на улице Шамиля Усманова в Казани. Я понимаю, водитель пытался по дороге здесь уехать. Протаранив 3 машины, водитель «Мазды» сбежал с места происшествия. Покажем водителя «Опеля», которого задержали за рулем с признаками опьянения. Сейчас корпоратива вот так вот едет на заднем сиденье, попросил меня забрать. Мужчину год назад лишили прав за езду в пьяном виде. А также стал жертвой перекупщиков. Да купил машину просто, а ее, оказывается, старый хозяин снял с учетом. Водитель только что приобретенного автомобиля лишился возможности ездить на своей покупке. Это и не только прямо сейчас. 3 машины протаранил водитель «Мазды» вечером на улице Шамиля Усманова в Казани. 2 автомобиля, припаркованные у обочины, он задел по касательной, после чего на полном ходу влетел в «Ладу Гранта», водитель которой стоял в ожидании зеленого сигнала светофора. После мощного удара, потерявшая в размерах примерно треть «Лада» пересекла встречную полосу и остановилась перед пешеходным переходом, по которому из школы шли дети. Водитель «Мазды» после нескольких безуспешных попыток завести свой автомобиль просто сбежал с места аварии. Вышел с собрания школы, увидел, что уже улетело. Свою «Вольво» мужчина припарковал у обочины перед светофором у школы. И когда вышел после собрания, увидел нерадостную картину. Поврежден весь левый бок автомобиля, разбиты колпаки на колесах и левое зеркало. Ущерб оценить на месте даже не брался, слишком быстро меняются цены. Стоящей позади него «Ладе Веста» досталось чуть меньше, у нее повреждено левое переднее крыло. Вторая вон так стоит, что-то нет. Больше всего досталось «Ладе Гранта». Ее водитель стоял на светофоре перед пешеходным переходом у школы и ждал, когда загорится зеленый. Задев по касательной 2 припаркованные машины, «Мазда» на всей скорости врезалась в него сзади. Удар, рассказывает водитель «Лады», был очень мощный. Как оказался на противоположной стороне дороги, сперва не понял сам. Потом увидел впереди разбитую «Мазду». Первым делом подошел к ней узнать, жив ли человек. Не говорю, я болею. А от него запаха никого не было? Не почувствовал. Говорит, даже мысли не пришло в голову, что водитель может взять и сбежать с места аварии, тем более с больной ногой. В машине пошел просто, потому что, скажем так, человек здоровый, живой. Уже потом понял, что была бы «Мазда» на ходу, он бы уехал сразу, но только не смог. Я понимаю, водитель пытался по дороге здесь уехать, поэтому подошел. Пока молодой человек осматривал повреждения своего автомобиля, водитель «Мазды» просто сбежал с места ДТП, бросив свою машину. Когда к своему автомобилю подошел владелец «Вольво», его уже и след простыл. Убежал, Прибывшие на место автоинспекторы оформили все документы. «Мазду» отправили на штрафстоянку. Водителя автомобиля, вероятно, найти будет несложно. Теперь его, скорее всего, лишат водительского удостоверения как минимум за оставление места ДТП. Владельцы поврежденных машин надеются, что ущербным возместят страховые компании. Рамиль Шайдулин, Константин Бушуев, «Вызов 112». 9-летний мальчик попал под колеса грузового «Хёнды» на улице Челюскина. Он перебегал дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Водитель, избегая наезда, вывернул руль влево, влетел в сугроб у левого края проезжей части и врезался в столб. Ребенка он все же задел, но не так сильно. Мальчика, предположительно с травмой ноги, госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи, но в ДРКБ ему не успели даже поставить диагноз. Он самостоятельно сбежал из клиники. Водитель грузовика не пострадал. Людей, которые стояли на тротуаре, фактически спас снежный вал. Если бы не он, грузовик влетел бы прямо в них. «Опель» с номерами Магаданской области остановили ночью автоинспекторы на проспекте Ямашева в Казани. Цель была проста – рядовая проверка документов, но во время этой процедуры они обратили внимание на состояние водителя. Они заподозрили, что молодой человек может быть в состоянии опьянения, причем спиртным от него не пахло. Водителю предложили пройти экспресс-тест на употребление спиртного и проехать в больницу на глубокий анализ, выявляющий наличие запрещенных веществ в организме. Но водитель от этой процедуры отказался. Теперь его ждет суд, который, вероятно, лишит мужчину водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 000 рублей. Отказ от освидетельствования, по сути, приравнен к вождению в нетрезвом виде. А какие претензии к вам? Никаких.
На улице Беломорска автоинспекторы остановили «Опель», за рулем которого сидел явно нетрезвый молодой человек. Сам он уверял, что в этой истории ни при чем. Он не водитель, а пассажир и понятия не имеет, зачем их остановили автоинспекторы. Я с праздником всех, пожалуйста, далеко не здоровье, меня до справ нет, вообще нет, куда-то. Доля правды в его словах была. Возможно, он действительно ехал с праздника. Судя по всему, проехал молодой человек совсем немного перед тем, как его остановили сотрудники ГИБДД. Правда и то, что водительского удостоверения у него нет. При проверке документов выяснилось, что год назад он уже попадался нетрезвым за рулем, и его лишили водительского удостоверения. Но отсутствие прав не стало для него преградой, и он снова сел за руль. Сейчас корпоратива вот так вот еду на заднем сиденье, я попросил меня забрать. Правда и то, что он попросил товарища его забрать. Автомобиль отправился на штрафстоянку без него. От медицинского освидетельствования он отказался. Теперь мужчине за повторную езду в нетрезвом виде придется нести уже уголовную ответственность. Закон за рецидив управления автомобилем в состоянии опьянения предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. А в самом начале улицы Беломорска на пересечении с Ленинградской автоинспекторы остановили «Ладу Приора», состояние водителя которой вызвало у них подозрения. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование в больнице, но первоначальный анализ не выявил признаков опьянения. Результаты глубокого исследования готовы бывают через сутки после взятия анализов. Но продолжить путь в своем автомобиле мужчина все равно не смог. С машины сняли номера и эвакуировали «Ладу» на штрафстоянку. С этим водитель полностью согласился. Да купил машину просто, а ее, оказывается, старый хозяин снял с учета. Автобус и «Рено» столкнулись на улице Копылова в Казани. Иномарка влетела в заднюю часть пассажирского транспорта. Для иномарки удар был существенный. У нее повреждена передняя часть. У тяжелого автобуса повреждений даже незаметно. Разве что немного поцарапалась краска. Люди в аварии не пострадали. Как рассказал пассажир «Рено», избежать аварии не было ни единого шанса. Понесло в трактор как-то, и в автобус летели, в общем-то. Авария произошла в вечерний час пик. Движение на улице Копылова было плотным. К тому же с правой обочины дорожные службы убирали снег. Чтобы не врезаться в трактор, водитель стал перестраиваться влево и при маневре потерял управление. О, виновник. Как произошла авария, водитель «Рено» рассказать не захотел. Был занят оформлением документов. За него это сделал пассажир. Влево перестраиваемся, автобус тоже лево. Мы по тормозам, нас несет вот сюда, вот тут трактор, и вот вырулили в автобус. Объехать вообще нереально было, да, получается? Некуда. Там либо вот такая ситуация, что либо в автобус, либо в трактор. Ни пассажиры, ни экипаж автобуса не пострадали. Не получил травму и пассажир иномарки. Водитель легковушки ударился при столкновении, но скорую помощь вызывать не стал. Мы в шоке, ударился коленкой. Водители сами составили схему аварии и не стали ждать автоинспекторов, а сами отправились в центр оформления ДТП. Радик Фархулин, Константин Бушуев, вызов 112. На срок до 15 лет может обрести определенное место жительства 33-летний бездомный мужчина, обвиняемый в убийстве своего 67-летнего собутыльника в одном из частных домов в деревне Такмаково Актанышского района. Там нашли тело хозяина с признаками насильственной смерти и быстро вышли на след подозреваемого. Свою вину он признал частично. По версии следствия, подозреваемые и потерпевшие распивали спиртные напитки дома у последнего. В дальнейшем хозяин стал выгонять гостя, за что тот избил его, нанеся множественные удары, в том числе ведром по голове, и скрылся. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.